Лидера абхазского народного движения и его соратников по оппозиционной деятельности Гудаутский дом культуры встретил аншлагом. Все зрительные места были заняты. Люди выстраивались вдоль стен и толпились в дверных проемах. Всем было интересно послушать, что нового скажут абхазские политики, и самим рассказать о наболевшем. Но на повестке проблемы все те же, как будто элементарные, но десятилетиями нерешаемые. Я не прошу, чтобы вы мне дали зарплату высокую. Дайте мне вовремя свет и воду. От вас больше ничего не требуется. В первую очередь людей интересуют насущные вопросы – свет, вода и стоимость продуктов. Именно то, что определяет быт простого человека. Именно об этом пытались рассказать жители Гудаутского района политикам. Я знаю, что цены поднялись после того, как цены на бензин искусственно подняли. Создали искусственный дефицит и цену на бензин подняли резко. И в результате этого все остальные торговые предприятия, возьмем, продукты, товары и так далее, резко подняли цену. И это отражается на наш народ, очень сильно отражается на народ, потому что народ нищает, а этого руководство не замечает. Но стоимость товаров, наличие электричества и его цена – это результат грамотной социальной политики, рационального распределения ресурсов, грамотного государственного управления. Если простой человек не получает простых жизненных удобств, именно это и говорит о слабом государстве, неспособном победить главного врага благополучия граждан – коррупцию. В мире множество таких примеров. По мнению молодых политиков, и Абхазия встала на этот путь. В мировой практике существует достаточно большое количество стран, где уровень коррупции настолько высок, что коррупция паразитирует на теле государства, высасывая все соки из него. И при этом картина удручающая. На фоне обнищавшего населения чиновники, их дети и их семьи живут в роскошных особняках, летают чартерными рейсами, их дети занимают лучшие места в высших эшелонах власти. Природные ресурсы принадлежат другим государствам, энергосистема принадлежит бизнесменам, а чиновники этих некогда богатейших природными ресурсами стран на всю жизнь обеспечены. По мнению Саида Бея, помимо коррупции, против Абхазии работает система образования, не способная вырастить новое поколение думающих, знающих свою историю, права и обязанности, способных критически мыслить граждан. Смотря на то, как страны различных континентов погибают по причине некачественного образования и как следствие непонимания и неумения устанавливать причинно-следственные связи, которым пользуются горстка возведенных самих себя на престол и свысока надменно указывающих людям их место, ты начинаешь понимать, что ты просто не имеешь права опускать руки и сдаваться перед теми вызовами и процессами, которые, возможно, уже запущены по попустительству властимущих. Когда из тебя сделают антинастроенного, найдут за что посадить и наказать. Саид Бея был одним из тех, кто в 2020 году поддерживал кандидата в президенты Аслана Бжания. Его стремления и методы достижения поставленных целей были ему близки. Но сегодня, спустя 3 года президентства Бжания, молодой человек уверен в том, что нынешняя власть не сумеет достичь намеченного. Смертность на дорогах растет, а в отчете президента оправдание – увеличение количества машин. Декларации госслужащих прошло 3 года, никто не проверяет, ответов нет. Передача государственной дачи Пицунда с ошибкой в координатах за подписью министров, правительства, но ответственности никто не несет. После таких ошибок разработка закона по апартаментам. Как можно доверять, если обещания не выполнены? Как можно верить тем, кто еще вчера считал, что за 5 лет можно горы свернуть, начать реформы, а сегодня, оказывается, 5 лет мало? Как можно доверять тем, кто координаты своей родной земли не знает, где каждый метр жизненно важный для нас указаны неверно? Выступил на собрании Валерий Аршба, видный политический деятель, стоявший у истоков абхазской государственности. Он подчеркнул, что никогда не примыкал к оппозиционным силам, но сегодняшняя ситуация, по его словам, вынудила его сказать свое слово. Я не буду перечислять, даже у меня нет
настроение перечислять все это, вы все прекрасно чувствуете, на себе это чувствуете. Зачем перечислять, все это видно. Надо быть слепым и вообще глупым человеком, чтобы не видеть, что творится внутри нашего государства. Думаю, не обидитесь, если скажу, во многом виноваты и мы с вами. Не все были чистыми перед своей совестью, и во время последних выборов президента, и до этого тоже. И поэтому наши ожидания реализуются, как говорится, с точностью да наоборот. А реальность становится все более жесткими и тяжелыми для большинства наших граждан. А иначе не могло быть. Потому что рядом с президентом оказались люди, чья психология, навыки явились стяжательскими. Для некоторых личная корысть выше народного благополучия. Словом, во власти не была сделана ставка на государственников. Люди перестают чувствовать, что живут в своей стране. В обществе воцарился застой, казенщина, лицемерие. К моему большому сожалению, нет сдвига вперед, как хотелось бы. Люди сегодня хотят жить, работать, получать достойную пенсию, заработную плату, рожать, растить, кормить, одевать детей своих. Завтрашний день – это хорошо, но нам нужен день сегодняшний. Люди хотят жить сегодня и в своей благополучной стране, где нет места воровству, предательству, самодурству, лжесвидетельству, где президент и рядовой гражданин следуют букве закона. Основной проблемой на собрании обозначили скрытую продажу земли. По мнению выступающих, закон об апартаментах позволит продавцам и покупателям обходить существующий запрет. Под строительство апартаментов, по мнению оппозиции, будут выделяться лучшие земли, а покупать их будут иностранные граждане, что неминуемо отразится на социальной и культурной сферах. По мнению экс-министра по налогам и сборам Даура Курмазия, это приведет к развитию Абхазии как территории, а не как государства. Так как государствообразующий этнос будет растворен, от абхазской культуры и языка останутся лишь упоминания в учебниках истории. Какая главная цель нашего народа? Создание экономически благоприятных условий для развития современного государства было бы, конечно, великолепно. Но мне кажется, что наша основная цель – это создание такого государства, которое будет обеспечивать безопасное развитие абхазского этноса прежде всего. Мы же все прекрасно понимаем, что самой серьезной проблемой нашего народа всегда были и остаются – это привлекательность нашей территории и наша крайняя малочисленность. Если мои опасения считать беспочвенными, не принимать во внимание и пойти по первому пути развития только с точки зрения экономики, то, на мой взгляд, нужно снимать все возможные ограничения, в том числе на оборот жилья для иностранцев, на оборот земли, привлекать инвестиции во все сферы без ограничений. Но возникает вопрос, сможет ли в этом случае при нынешних обстоятельствах, а именно отсутствие у большинства наших граждан начального капитала, отсутствие достаточных знаний и технологий и защиты со стороны государства, абхазский этнос станет конкурентоспособным и успешным? Выскажу свое мнение. На мой взгляд, мы не готовы к такому развитию, построим страну под управлением олигархов, заложив основы острого конфликта будущих поколениям. По словам лидера Абхазского народного движения, аргументы, которые приводит власть, объясняя необходимость либерализации рынка энергетики или открытия рынка недвижимости, это признание в неспособности рационально использовать ресурсы. Зря кто-то думает, что противники нашего суверенитета капитулировали после войны. Наоборот, они вот уже 30 лет непрерывно работают над тем, чтобы сломить наш дух, завоевать нашу с вами свободу. К сожалению, и внутри Абхазии есть те, кто и тогда, и сейчас не верят в проект суверенного абхазского государства. Они транслируют свою неуверенность, неспособность быть самостоятельными и, другими словами, от мышления автономной республики. Дошло уже до того, что глава государства стал говорить, что мы сами ничего не можем, энергетику мы содержать не можем, нужно отдать инвестору. Земля покрылась бурьяном, нужно отдать инвестору. Армии нет, нужно отдать госдачу. Этот ряд можно продолжать.
боюсь, дойдет до того, что скажут, мы ничего сами не можем, давайте наймем управляющую компанию, отдадим наше государство под внешнее управление. Дорогие друзья, здесь может быть только один рецепт, и здесь наш старший уже об этом говорил. Хватит нам портить настроение своим нытьем и неуверенностью в себе, не можешь, просто уходи домой. Все. Способ самостоятельно решить свои проблемы есть. Это грамотное планирование, идеология, которая должна стать основой строительства государства, и команда специалистов, уверен Адгур Ардзинба. Почему наша команда постоянно говорит о приоритетах? И, кстати, многие ребята, молодые, взрослые, члены нашей команды здесь присутствуют в этом зале. Потому что без планирования, без научного сопровождения, без национальной идеи, идеологии в целом не может строиться государство. Ардзинба назвал первоочередные задачи, проблемы, которые необходимо решить прямо сейчас. Он затронул вопрос демографии. А ведь это не только рождаемость и смертность, но и здоровье жителей Абхазии. Я вырос в послевоенной Абхазии и могу, глядя в глаза любому, практически точно могу определить его состояние, трезвый он или под наркотическим опьянением. И честно вам скажу, то, что я часто наблюдаю в глазах нашей молодежи, наших детей, меня очень сильно расстраивает. Но и здесь нужна программа. Есть ведь у нас уже положительные примеры. Вот здесь в этом зале присутствуют ребята, группа «Анонимные наркоманы». Это вообще герои сегодняшнего дня. Они вытащили, спасли многих людей, которые уже находились там, в этой пропасти. Нужно строить, срочно строить реабилитационный центр хотя бы один. Вот наши недавно ездили в Татарстан. Вместо технополисов надо там смотреть очень положительный пример борьбы с наркоманией. Там есть хорошие примеры, чему поучиться, и реабилитационные центры там есть. И законодательство приведено в соответствие, оно стимулирует людей уйти от этой проблемы. Ну и плюс, конечно, пропаганда здорового образа жизни должна быть, поддержка спорта. А что мы делаем? Взяли вот самого эффективного министра спорта Джамала Губазу, уволили за то, что он не подписал продажу ишерской базы, значит, спортбазы. Опять у нас в приоритете инвестор, а не люди, которые спорт развивают. Упомянул Ардзинба и об образовании. По его мнению, если у преподавателя будет авторитет в обществе, то вырастет и качество знаний у подрастающего поколения. Кто сегодня самый главный человек в Гудаутском районе и кто им должен быть? Вот ответьте мне на вопрос. Не глава района, не председатель там отдела СГБ или МВД, или тем более не криминальный какой-то авторитет, а учитель. Или же вот тренер по шахматам, Алик Карапетян здесь находится, я хочу, чтобы вы ему поаплодировали. Ахрала Дарья. Это люди, которые... Беслан Губля, директор спортшколы. Поаплодируйте, это самые главные люди. И мы все, глава района, СГБ, мы все общественники должны быть их помочь. Вот это называется здоровое общество. По мнению Ардзинба, власть не занимается решением этих проблем, так как цель сегодня другая. Проблемы абхазского народа и вообще нас с вами в проекте будущего Абхазии уже никто не видит. Есть другая цель. И это цель, которую я вижу отчетливо. Создание олигархической модели, где мы в роли обслуживающих или простых наблюдателей. А кто будет выражать недовольство, сначала будут пытаться подкупать, предлагать должности или блага, как это сейчас происходит. А потом, уверяю вас всех, не дай Бог, конечно, чтобы вы это увидели. Потом, когда они все окрепнут, уже никто с нами разговаривать не будет. Будут отстреливать или сажать в тюрьму в лучшем случае. Вы спросите, откуда я все это знаю? Да все просто. Это именно то, что в 90-х олигархи делали в России. Видимо, в Абхазии с помощью нашей сговорчивой власти, которая, кстати, к тому же любит принимать дорогущие подарки у этих олигархов. Вот я к ним хочу обратиться, здесь, стоя в городе Героя Гудаута, к этим олигархам и их компаньонам, мягко скажем, в Абхазии. Господа, пока не поздно, отстаньте от нас. Вообще лучше обратите свой взор на ситуацию на Украине. Поддержите же свою армию, как это делают многие российские патриоты. А здесь мы вам не позволим разгуляться. Ардзинба проинформировал присутствующих о том, что кое-какие государственные задачи уже выполняются силами добровольцев, например, в области обороны.
Немедленно нужно принимать военную доктрину и начать реформу армии. Сейчас другая война, и наша армия устарела. Вот я пример вам приведу. Афонский батальон резервный. Рауль Харабо, наверное, здесь присутствует, командир батальона. Ребята занимаются день и ночь. Я знаю, что и в Гудауте есть такие инициативы, и на Бзыбе, в Гаграх, в Сухуми. Но это надо программно к этому подходить. Я даже хочу вас немножко обрадовать. Наши ребята из тех запчастей, которые заказали из разных стран, уже собирают коптеры военного назначения. Кто не верит, приедьте в Афон и посмотрите. Ардзинба уверен, что сейчас у Абхазии последний шанс построить по-настоящему независимое государство. Мировые политические процессы как навязывают определенную линию поведения, так и дают возможность выбрать путь. По словам лидера оппозиции, с нынешней властью у нашей страны вряд ли есть возможность сохранить завоеванный статус. Из всех источников информации, которые нам доступны, мы понимаем, что ситуация на Украине не завершится в ближайшие 3 года. Сейчас, как никогда, нам нужна супердинамичная и эффективная власть с современным мышлением и подходами нового поколения. Мир вокруг нас наполнился большими опасностями, но при этом открыл и огромные возможности. От того, как мы с вами поведем себя в ближайшие 3 года, будет зависеть наша история на ближайшие 50 лет как минимум. Или мы закрепим свой статус, станем сильнее, будем равноправными участниками будущего мира, либо потеряемся в лабиринтах истории. Все зависит от каждого из нас. А теперь давайте вот спросим друг друга, способна ли действующая власть провести нас через эти лабиринты? Что касается сотрудничества оппозиции и власти, то, как рассказывает Ардзинба, АНД не раз предлагала руководству республики совместными усилиями поработать над проблемными вопросами, но их инициативу власть не поддержала. Мы испробовали разные методы, предлагали реформы, проекты законов, инициативы разные предлагали. Власть полностью все игнорирует. Хорошо. Предложили власти вместе побороться с коррупцией. Предъявили документы по ремонту линии Ачигвара, где, на наш взгляд и на взгляд независимых экспертов, цены завышены, как минимум на 30 миллионов рублей. Передали в прокуратуру. И что вы думаете? Уже 3 месяца прошло, ничего нет. Далее, по паспортам. Взяли выемку, сделали всех паспортов, выданных за этот период времени. Прокуратура сейчас начала объемную проверку. Но опять же мы не видим результатов. Много вопросов задавала аудитория. Выступающие отмечали, что оппозиция критикует все законодательные инициативы власти. Но, по словам Ардзинба, тому есть разумное объяснение. Теперь мне здесь вопрос еще один принесли касательно соглашения, которое подписали в Москве, министр юстиции подписал наш, о взаимном признании судебных решений. То есть те решения, которые будут приняты в российских судах, они будут иметь силу в Абхазии. Я был министром экономики, мне принесли этот вопрос, я выступил категорически против. И тогда этот вопрос вернули назад. Но, к сожалению, сейчас удалось этот вопрос пролоббировать, это находится сейчас на ратификации в парламенте. К чему это приведет? К тому, что вот здесь есть масса совместных предприятий, бизнесов, и отрицательных, и положительных. Завтра бизнесмен из России подаст в суд в Москве, и по решению Московского суда Абхазская служба судебных исполнителей будет обязана исполнить то решение. Вот здесь сидит герой Абхазии Роман Герия, уважаемый наш. У него ситуация, вы все, наверное, жители Гудаутского района знаете, с господином Пановым. Я лично пытался разобраться, в итоге, я извиняюсь, даже в шутку скажу, они говорят, да, я бы вас двоих тоже посадил бы. Но это шутка. На самом деле, что произошло там? Почему мы, когда говорим, выступаем против, говорят, вы против всего? Это же обоснованно. Что произошло у нашего героя Абхазии? Матерый бизнесмен, в доверии, в хорошем отношении, в документах наш Рома Герия не сильно разбирается. Он в людях разбирается, может быть, лучше,
Он человеку поверил, а тот взял документы, все оформил так, как ему было удобно. Потом, когда пошла первая прибыль, если я что-то буду говорить не так, дорогой Рома, ты можешь меня перебить. Потом, когда пошла прибыль, тот бизнесмен говорит: все, вы тут охранником поработали, там что, все, до свидания, уходите, я буду своих здесь. Значит, и вот это вопрос, так или иначе, Рауль Джумкович занимался, потом ко мне пришел. Ну, я министр экономики Абхазии. И граждане Абхазии для меня приоритет номер 1. Что я могу сказать нашему герою? Уходи с завода? Нет. Но по документам ни одной зацепки там нет. Да, земельный участок был выделен неправильно и так далее. Вот что будет, если это соглашение будет работать. Завтра упомянутый мной господин подаст в суд в Москве. Естественно, по всем документам он выиграет этот суд. И наши с вами, уважаемые судебные исполнители, должны будут прийти и выдворить нашего героя с этого завода и отдать кому-то другому. Ну и к чему это приведет? Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Роман Герия тоже выступил на собрании. Он подчеркнул, что выражает собственное мнение, и рассказал, как относится к передаче госдачи в Пицунде. По словам Герия, госдача в Пицунде, если будет передана в собственность Федеральной службы охраны, станет гарантом безопасности Абхазии. Почти полмира стоит против России. Сегодня Путин хотел там сделать на нашей территории, на нашей земле, надеясь на нас, абхазов, на нашу преданность, за то, что мы никогда не предавали это самое их, построить для своих людей, генералов, приближенных, базу отдыха. По ихнему законодательству огромные деньги не могут выделяться, если не будет собственности. Как она будет называться, мне, простому человеку, но это самое, честно говоря, все равно. Но я вам другое скажу. Это была бы наша защита, это была бы нашей крышей. Она и сегодня. Сталин поставил свои дачи, что-нибудь забрал, Сталин. Герия попытался найти оправдание критическим замечаниям в отношении власти. Но собравшиеся не захотели слушать те же аргументы, которые звучат из уст чиновников. Поэтому народ стал покидать зал Гудаутского дома культуры. Так на его выступлении завершилось собрание. Марианна Котова, Сайта Гухава, Сасрыкла Гухава, Абаза ТВ.